усталость, давление, вот, голова начинает болеть. Так, житель Черемшанского района Мидхат Каримов реагирует на резкие перепады температур. В Татарстане они были в феврале, ожидаются и сейчас. И это время для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями самое опасное. Их защита – это вовремя контроль давления, контроль показателей крови и вовремя прием препаратов. Само собой, люди, которые отказываются от приема препаратов на какой-то момент под предлогом, что им хочется очистить печенку или там желудок якобы заболел, это та группа, которая к нам рано или поздно приедет. Особенно внимательными в период перепадов температуры нужно быть и тем, кто решил сменить образ жизни, начал активно заниматься спортом или худеть. В первую очередь, которые встают на лыжи, ни раньше не ходили никуда, то есть дают повышенные физические нагрузки. Сердце привыкло к одним нагрузкам, они дают другие, которые под каким-то предлогом дали себе обещание заняться спортом. Сосудистая катастрофа на фоне капризов природы может случиться даже в парной с человеком, чьи сосуды не подготовлены и не привыкли к скачкам температур. В обычные дни сюда в отделение кардиологии РКБ поступает по 5-6 человек. В дни перепада температур по 15-20. И большинство сюда поступает экстренно на скорой из самых разных районов Татарстана. Температурные перепады сказываются на людях с хроническими заболеваниями, которые недавно перенесли ковид. У многих на его фоне появляется слабость в конечностях и дыхательные нарушения. Этот период он очень сложный. Люди даже впадают в депрессии. Тут нужна такая, в общем-то, поддержка семейная. Пациенту нужно побольше гулять, если эта возможность такая есть, да, на свежем воздухе. Плюс витамины, правильное питание, питьевой режим. Если случился приступ и давление не снижается от стандартных препаратов или же беспокоит боль в груди, вызывайте скорую. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.